Жалобы на асимметрию тела, на асимметрию лица. Если у вас есть такое, посмотрите этот ролик до конца. Возможно, вы найдете ответ на вопрос, почему это может быть. Меня зовут Атякшев Александр, я врач-остеопат, специалист метода PDTR. И приглашаю вас посмотреть реальный разбор пациента, у которого жалоба на асимметрию тела и асимметрию лица. Переходим к практической части. Я так понял, что асимметрия, да, беспокоит? Да, из-за высокого роста у меня пошла деформация тела. Еще с рождения, с детства. Вот, то есть кости растут, и меня вот не успевают мышцы догонять. Я начала, по-моему, вот так вот. У меня плечо выше. Вот потом у меня была травма, все-таки я про нее забываю. Мне прилетела качель снизу. И после этого у меня вот челюсть верхняя, видите, зубы, сместился. И у меня асимметрия лица. Я когда себя снимаю видео, я вижу, что у меня тянет лицо в бок. Вот. И после того, как я родила 3 детей, у меня выпал живот. Ну, то есть, как бы появилось какое-то такое вот... Ну, вот как у женщин. Это понятно. Таких вот Хорошо. в возрасте. Да. Вот, и хотелось бы... А роды самостоятельные были? Нет, у меня кесарево все разы было. Все кесарево было? Ну, да. Из-за этого может быть... Что какое-то нарушение тут у меня. Ну, вот смотрите, бывает так, что когда живот вывалился, в кавычках, да, как вы говорите, это значит, что какие-то мышцы отключились. То есть снизился тонус каких-то мышц. Если есть рубец на животе, очень часто мышцы брюшного пресса становятся менее тоничны. Ну, и отсюда может быть кесарево раз. Пирсинг тоже может оказывать такое же воздействие. Мы сейчас это все посмотрим. А асимметрия у вас давно, да, я так правильно понимаю? Да. Значит, смотрите, возможно, у вас была какая-то травма в родах. Вот эта асимметрия говорит о том, что что-то было уже до. Да, и вы как-то росли, компенсировали. Ваш рост был несимметричный за счет того, что какие-то мышцы в каком-то нормальном тонусе, какие-то в гипертонусе, и возникает некая асимметрия, асимметричный рост. Мы сейчас это будем искать. Плюс кесарево – это точно то, что нужно полечить, потому что оно оставляет свой рефлекторный след. И пирсинг – это тоже то, что нужно проверить. Мы сейчас вас потестируем и посмотрим, как. Ну, с чего начнем, посмотрим. Хорошо? Давайте вставайте сюда ко мне спиной. Да, у вас какой рост? 182 было. Да. Последнее измерение. Да. Я немножко вас посмотрю. Да. Шея чуть-чуть такая, она узковатая для, ну, как бы плечи вот так как будто бы собраны. А вы шарфики носите? Да. Вам нравится шарфики носить? Да. Я еще их так завяжу. То есть, хорошо. И волосы тоже любите распущенные? Ну, 50/50 теперь уже. Раньше, да. Хорошо, я вас потолкаю в сторону, да, вот я буду здесь фиксировать, здесь буду толкать. Вы сопротивляетесь. Держим. Руку на пирсинг. Начнем с пирсинга. Да. Не очень. Пока на рубчик от кесарева. Сопротивляемся. Так лучше, да? Да, крепче. Ну, то есть так себя стабильнее чувствуете? Да, намного. Хорошо, ложимся на спину. Мы начнем с рубца от кесарева. То есть, смотрите, как бы любая история травматическая, рубец, пирсинг, травма в родах, они оставляют некий свой след, который мы обнаружим в виде измененного тонуса. И сейчас нервная система нам предъявила, буквально прямо сейчас, вчера, это мог быть пирсинг. То есть есть две травмы, которые дают сигнал в мозг. Какая-то травма громче, какая-то меньше. Нервная система выбирает, что я адаптируюсь вот именно к этой, именно сейчас. Завтра может быть по-другому, потому что вы, например, одели какую-то обтягивающую майку, и у вас этот рубец закрылся. Сигнал там снизился, и ситуация может поменяться. То есть вот так может одежда влиять. Ножку согнуть, я буду давить вниз, вы сопротивляетесь. Мы посмотрим. Сопротивляемся. Да, тонус снижен. Теперь по поводу мышц живота. У вас тонус везде снижен. Когда такое состояние, когда тонус везде снижен, во-первых, человек может чувствовать себя слегка уставшим, ну то есть он просто быстрее устает, потому что для него положение стоя, положение сидя, требует дополнительных каких-то усилий. И, соответственно, он просто будет быстрее уставать. Он может быть уставать и от физических нагрузок, и от когнитивных.
и от эмоциональных, да, ну какая-то вот повышенная возбудимость, может быть, раздражительность, да, вот это когда ресурса не хватает, нервная система все время получает много-много-много сигналов, она должна их обрабатывать и выдавать какие-то решения. А когда у нее ресурса мало, она на эти сигналы, она говорит: ой, выключите, дайте, оставьте меня в покое, да, примерно так. Да, все верно. Вот. Так я себя и чувствую. Так я себя и чувствую. Да. И это вот такое состояние, это называется у нас тотальная гипотония, когда вот тонус снижен глобально. И это не только мышцы живота, и ноги, и руки. Вопрос, как вы можете это компенсировать. Давайте так, положите руку снова на рубчик, на проекцию рубца. Мы посмотрим. Ну, меняется вообще. Значимо. Да, чувствуете, да? Примерно, представляете, по одному месту 2 раза прорезали. Не забираем, да, держим. Да, возможно, вам нужно рубец полечить несколько раз, потому что у вас там 2 рубца, ну, то есть это 2 травмы, просто они в одном месте. Мы сейчас полечим, скорее всего, ну, я проверю второй рубец, ну, как бы, мы сразу дважды его проверим, но, возможно, надо будет еще раз подойти. Потому что бывает так, что мы один рубец лечим, а второй нужно через какое-то время полечить. Теперь давайте мы посмотрим. У нас есть мышцы брюшного пресса, которые у вас, конечно, слабые. Есть мышца поперечная, которая отвечает как раз за, вот, чтобы животика не было. Есть поперечная мышца живота, я ее протестирую. Как она будет тестироваться? Ножки расслабьте, расслабьте. Я вот так подниму ножки, буду делать вот такое движение, а вы будете сопротивляться. Хорошо? Держим. Ну, нет. Руку на рубец. Держим. Да. Все. Ну, то есть я пытаюсь как бы к жалобе к вашей подойти, что если мы полечим рубец, то поперечная мышца тоже включится. Теперь я посмотрю, что там за... Я постучу по этому месту. Сопротивляемся. Значит, что происходит? Я вам буду объяснять. Значит, мы проверяем, какой там нарушен рецептор. То есть в рубце идет, из рубца идет сигнал. Сигнал идет с какого-то конкретного рецептора. То есть я смотрю, какой рецептор. Когда я постучал, я возбудил рецептор медленной боли. Когда я погладил, я возбудил рецептор грубого прикосновения. Когда я колол зубочисткой, я возбудил рецептор быстрой боли. То есть для каждого рецептора есть какой-то стимул. Мы находим, какой там рецептор, находим, кто компенсатор, стимулируем их и делаем глубокий сухожильный рефлекс. В общем, логика вот такая. Мы размыкаем вот ту оборонительную реакцию, которая возникла в момент операции. Сопротивляемся. И все. Лечение это очень быстрое. Держим. Держим ручку. Хорошо. Сейчас я проверю еще кое-что. Теперь мы проверим, поперечная мышца включилась у нас или нет. Вот так я буду на себя, вы сопротивляетесь. Еще раз. Легче держать так? Легче. Давайте встанем, посмотрим, как вы будете стабильно, устойчиво. Ножки вместе, сопротивляемся. Сопротивляемся. Да, лучше? Да, немного. Намного лучше. Ложимся снова. Сейчас мы еще кое-что посмотрим. Смотрите, у нас на самом деле то, что мы полечили, это одна история. Мы понимаем, что это не связано с вашей асимметрией. Ну, то есть это может как бы догрузить систему, она стать более асимметрична, но причина асимметрии где-то раньше. Скорее всего, в родах. Будем сейчас искать эту причину асимметрии. Я почему спросил про шарфик? Значит, у вас достаточно узкая шея и немножко поднятые плечи. То есть как бы некая такая, ну, оборонительная реакция. Вы как будто вы шею чуть-чуть вот так оберегаете. Это неосознанная реакция, это просто такой паттерн моторный у вас с учетом сигналов, которые отсюда идут. Когда людям нравится носить шарфик, мы понимаем, что там возбужден, скорее всего, рецептор тонкого прикосновения, который стимулируется легким касанием. То есть я вот стимулирую его карточку, когда я прикасаюсь вот так чуть-чуть. Значит, задача этого рецептора донести в мозг информацию о месте, где прикоснулись. А задача вот этого рецептора, грубое касание, которое у нас называется, донести информацию о том, что произошло касание. То есть это два таких отдельных проводящих пути, и каждый раз, когда я касаюсь, возбуждается и тот рецептор, и мы знаем, что нас коснулись, и мы знаем, где коснулись. Вот, соответственно, бывает так, что во время родов идет стимуляция
избыточной шеи, да, но там это может быть обвитие, это может быть просто какое-то пособие акушерское, когда там, неважно, там щипцы, вакуум, просто руками, когда помогают. Либо ребенок застревает на какой-то период, и избыточное давление долгое время. Нервная система это считывает как травму. Она говорит, ой, тут травма, и создает какую-то реакцию. В вашем случае это тоже будет какой-то набор каких-то мышц, которые привели к некой асимметрии. Мы сейчас посмотрим, какие. Я сейчас буду стимулировать разные точки шеи. А есть какие-то точки шеи, которые вам, не знаю, не нравятся, когда прикасаются? Там еще такого нет. Повышенная чувствительность? Нет. Такого нет. Хорошо. Тогда давайте снова проверим. Ножку согнуть. Держим. Да, все хорошо. Опускаем. Обычно в этих местах есть некоторые такие кожные элементы, типа родинки. Так, ничего прям сильно не бросается в глаза. Меня, знаете, перебью вас. Да. Сзади вот тут была такая родинка огромная, я просто ее удалила. Вот тут прям на косточке, вот на этой, на шейном позвонке. Угу. Вот там рубец у меня. Угу. Это, причем в детстве она у меня выросла, столько родинок много. Вот здесь? Ну там рубец, да. Вот, все вижу. Ага. Вот я ее удаляла. Может быть, что-то с этим. Так, хорошо, давайте тогда присядем. Вот тогда сидя посмотрим. Ручку вперед, держим. Держит, опускаем. Я сейчас постимулирую чуть-чуть. Это не совсем шея. Нет. Грубое касание. Нет. Опускаем. Мы посмотрим где-то еще. Тут какое-то количество родинок. Я их сейчас все постимулирую. Придется немножко использовать хитрость, остеопатическое прослушивание, чтобы быстрее найти. Я думаю, что это вот с этой стороны, про прослушивание. И мы будем сейчас делать каким образом. То есть, если я простимулирую зону, которая уже возбуждена, нервная система выключит руку. То есть, тонус поменяется. Опускаем ручку. Возникает слабость. Видите, да? Это нам говорит о том, что здесь нервной системе не нравится именно тонкое прикосновение. Но если здесь одеть шарфик, то есть если я сделаю, вот вы одели шарфик, замотали его красиво, держим, и будет так лучше. То есть вам в шарфике будет лучше. Понятно? И тогда вам будет нравиться одевать красиво, заматывать шарфики для того, чтобы... защитить, да? Ну, часто бывает так, что люди объясняют, это красиво. Но это мало того, что красиво, оно еще и помогает нервной системе что-то компенсировать. Точно. Ложитесь на спину. То есть мы сейчас работаем со второй историей, которая у вас была давно. И мы ее таким образом нашли. И, скорее всего, она отвечает за асимметрию. Как мы можем это проверить? Опускаем. Я сейчас вас немножко так вот постимулирую здесь. Я усилю здесь сигнал. Он у вас пока не сильно громкий, а я его сделаю погромче. Держу. Погромче настолько, чтобы все выключилось. Ну, мы поправим потом. То есть сейчас все выключилось. И сейчас нервная система, мы посмотрим, как она компенсирует. Может ли она компенсировать, например, нарушение прикуса. Покажите, у вас челюсть куда-то смещается, нет, в сторону? По-моему, да. Сюда, да? Вы сейчас усилите смещение в сторону, куда она смещается. Держим. Понятно, да? Все, можно расслабить. Сейчас она снова ровно. Держим. И опять слабость. То есть нервная система, здесь есть рецептор. Когда челюсть чуть-чуть смещена сюда, и лучше. То же самое, что одеть шарфик. И вы будете пытаться, неосознанно это делать. Воспроизводить именно эти факторы, которые помогают. То есть мы понимаем, что челюсть сюда съезжает зачем-то. Понятно. Вот, то есть мы это полечим. Это не значит, что у вас зубы там станут на место, но это значит, что мы берем какой-то фактор, который является провоцирующим это нарушение прикуса. И дальше вы будете, например, если у ортодонта лечиться, у вас не будет откатов, у вас не будет осложнений. И быстрее все произойдет. Сейчас я найду, где вторичный рецептор. Лечение, опять же, очень простое. То есть я стимулирую два рецептора, которых я нашел. Мы возбуждаем два проводящих пути. Идет ток по одному пути, по другому. Они там замыкаются на разных уровнях. И мы делаем безусловное возбуждение, по рефлекс, которое замыкает новый рефлекс. То есть мы на те же самые стимулы, которые были возбуждены в момент травмы, записываем другой рефлекс, который нейтральный, не оборонительный. Мы переделаем таким образом рефлекс. Вот. И сразу все меняется. Сразу меняется тонус. Теперь,
Если мы убрали этот фактор, то тогда при стимуляции, которую я делал ранее, не должно ничего ослабить. То есть как бы, нервной системе должно быть без разницы на вот эту стимуляцию, которую я делал раньше. Держу. Все сильно. Не расслабляется. Идеально. Вообще. 2 истории убрали. Теперь, что там еще у вас из жалоб-то? Асимметрия, понятно. И сколиоз еще, да? Сколиоз, скорее всего, это тоже часть вот этой истории, потому что мы могли бы проверить еще, ввести вас в это вот состояние тотальной гипотонии и усилить дугу. То же самое, что я сделал со смещением челюсти. И у вас поменяется ответ также. То есть это тоже что-то, что выгодно нервной системе. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Ну вот тут у меня пошло какая-то энергия. Да. Что-то происходит? Что там, да, особенно когда я лежала. Вот когда сидишь, не очень понятно, тут ремень, всякие резинки. А так вот пока лежала, вот тут начало что-то меняться. Что-то меняться. Тут пока не пойму. Тут пока не пойму. Новых ощущений. Но то, что тянет меня налево, как говорится, это точно. Да. Понятно. Давайте так. Мы сейчас еще проверим кое-что, связанное с позвоночником. У нас есть возможность... Сидите. У нас есть позвоночник, и с позвонками, с фиксациями позвонков, которые делают мануальные терапевты манипуляции, есть ассоциированные мышцы у нас называется. То есть, когда какие-то мышцы мы можем протестировать, если они слабые, то значит там есть проблема. То есть вот такая как бы диагностическая штука. Теперь держим вот так. Я буду вверх, вы вниз. Держит. Теперь так держите, я буду локоть вниз, вы сопротивляетесь. Еще раз. Немножко слабость. Опускай. Становится сильнее. Хорошо. То есть у нас есть, скорее всего, еще становится сильнее. Согласны? Да. Опускаем. Я посмотрю, связано ли это с удалением вот этой родинки. Не помогает. Но если я проглажу позвонки, держу, прям включается. Опускаем. Так, значит, у нас еще будет какая-то фиксация. Это у нас один переход. Теперь, смотрите, я протестирую мышцы шеи. Я буду толкать вперед, вы сопротивляетесь. Мышцы шеи работают. Теперь я посмотрю другой переход. Вот так ручку сделайте. Я буду давить вот сюда вниз, вы сопротивляетесь. Ну, как бы, я покажу. Пока не сопротивляйтесь, я сделаю вот такое движение. Поехали, сопротивляемся. Держит. Опускаемся. На спинку прилягте. Сейчас еще посмотрим некоторые мышцы. Вот так, ножку в сторону. Я буду вниз, вы сопротивляетесь. Держит. Ножку согнуть. Под коленную мы посмотрим мышцу. Вот так вот удерживайте. Я буду вот сюда, вы сопротивляетесь. Тоже держит. Остается ягодичная мышца. Посмотрим. Пяточкой будете давить в пол, а я буду поднимать вверх ножку. Сопротивляемся. Еще раз. И держит ягодица. Пяточкой в стол. Вообще сильно. Да, да, да. А сейчас уберите. Подойдет. А у меня там не подконечница. Ну что, здесь сильно, да? Да, держу. Нет. Давайте так, мы протестируем ягодичную мышцу на животе. Перевернитесь на живот. Ножку расслабить. Расслабить. Я ее так согну. Немножко отведу. Чуть-чуть отведу вот так в сторону. Приподниму. И ваша задача удерживать вот так. Я буду давить вниз вот здесь, а вы сопротивляетесь. Это работает ягодичная мышца. Хорошо? Поехали. Слабость. Согласны? Да, и сразу сводит, да? силу, да. Вот здесь сводит, да? Да. Да. Хорошо, она не работает. Теперь положите руку вот сюда на шею. Просто про связи. Поднимаем. Снова то же самое пробуем. Держим. Легче? Да. Все, мы сейчас это полечим. Держим. Сейчас легче, да, держать? Да. Снова посмотрим теперь, что у нас будет с этими мышцами. Как самочувствие? Что-то поменялось? Ну, мне вообще кажется, что меня вот после Оли и после вас вот как-то тянет вперед вот это место. Потому что я всю жизнь вот так. А вот я после массажа выхожу, особенно первый раз, вообще впечатлилась. Меня вот так. И вот сейчас тоже меня что-то разворачивает, какая-то сила. Мышцы включились. Да, столько лет они спали. Ну, такое, да. То есть, когда мышцы не работают, например, если у меня не работают мышцы сзади,
которые должны вот это делать, что будет происходить? А здесь работают. Я буду вот в таком положении. Тянут вот эти, да, да. Вот таким вот образом. Хорошо, что хотите вы еще, чтобы мы посмотрели? Я понимаю, что мои нервы это тоже как-то связано с этим всем искривлением и с перенагрузкой организма. Да. Это мы разгрузили, сейчас вам будет легче. Нормально все? Вставайте, давайте я сейчас еще кое-что посмотрю. Мы сейчас посмотрим паттерн шага. Что мы посмотрим? Паттерн шага. Вы сделаете вот такой шаг, и мы посмотрим, как ваш шаг делаете. Ну, можно побольше сделать. Супер, стоим, все, и стойте так. Я тестирую. Эта мышца должна быть сильная, опускаем. Эта мышца, поскольку она уходит назад, тонус здесь должен быть слабый. Держу. И он слабый, нормально. Это нормальный ответ. Теперь делайте другой ногой шаг. Хоп, держу. Сила. Теперь эту слабость. Шаг нормальный. Мы для чего? Присаживайтесь. Мы для чего это проверяем? Проверяем для того, чтобы когда вы ходите, а ходим мы очень много, чтобы мы себя не травмировали в момент шага, у нас шаг должен быть оптимальный. То есть с точки зрения нервной системы он должен правильно регулироваться. Если он регулируется правильно, у нас шаг нам помогает выздоравливать. Ну, то есть он как бы дополняет ресурсы. Шаг – это неврологический акт, который стимулирует нервную систему. Поэтому ходить – это мега полезно. При условии, что если у нас шаг правильный. Если бы у вас было что-то не так, то есть, например, вы встали, и у вас какая-то мышца, которая сильно стала слабой, мы бы искали причину этого, убрали бы и нормализовали бы ваш шаг, и вам было бы лучше. Вот. Ну, вам и так, у вас и так шаг хороший. Значит, смотрите, как можно проверить быстро, в местах травмах есть что-то или нет. Я беру мышцу, которая уже нормально работает. Нажимаю одно сухожилие, нагружаю, нервная система в этот момент думает, что сейчас начнется движение. Она как бы начинает усиленно собирать информацию от всех рецепторов. И я дальше делаю какие-то провокации. Например, я могу по носу постучать. То есть, если была травма, я постучу, держу и слабеет. Ну, то есть, реально, если я постучу где-то в этом месте, держу, ничего не происходит. Здесь не происходит. Подбородок не происходит. Травма носа, бум-бум. Слабость. Вы еще видите, подбородком удар был, да? Подбородок. Держу. Тоже. Эти истории, видите, они все сохраняются. Насколько они нам создают жалоб, это зависит от степени, от тренированности организма, от количества этих историй, от степени травматизации, насколько эта травма сильная, насколько сигнал высокий. Но они все оставляют какой-то свой след. Их все можно убрать. Это может влиять на носовое дыхание, это может влиять на работу мышц лицевой области, кстати. Я опять нашел две пары, и мы снова делаем такой стимул здесь и рефлекс. Я сейчас дал зрачковый рефлекс и подбородочный рефлекс. Сопротивляемся. Теперь снова то же самое я делаю, я стучу по переносице. Теперь нервная система не реагирует, видите? Стучу здесь, реагирует. Я могу, даже если вы не помните травму, можно ее найти, понимаете? У меня была история один раз, когда пришла пациентка, у которой боль в шее, девчонка 12 лет, носит рюкзак, болит шея. Думают от рюкзака. Поменяли рюкзак, сняли рюкзак, ничего не проходит, в шее боль остается. Много-много где походили, пришли ко мне, и я выхожу. То есть у нее не работают какие-то мышцы в районе шеи, и я выхожу на палец. Как бы где шея, где палец, я говорю, тут вот похоже была какая-то травма. Они говорят, да вроде не было никакой травмы. Я говорю, хорошо. Мы все равно это полечили. И в самом конце приема мама говорит, точно, мы, говорит, в 3 года засунули руку в рукав, застрял пальчик, произошел вывих, и было больно, они съездили в травмпункт, там ничего страшного не было, просто там перерастянули связочки немножко. То есть нервная система вот эту историю хранит в себе. Вот эту травму, про которую все забыли. Точно, я же с велосипеда падала. Я вот не помню. Так я сильно упала, что я даже потеряла сознание? Память. При этом надо отметить, что у вас жалоб-то ведь нет особых. Давайте мы проверим еще мышцы поясницы.
так ручками держитесь. Поддержаться. Да. Я буду на себя толкать, вы сопротивляетесь. Хорошо. Все держит. Такое Да. есть ощущение, что как будто... Да, вот я смотрю даже на себя в камеру, Да. и мне кажется, что у меня пропорции расширяются. Ага. То есть у вас было немножко такое Да, вот... мне вот, вот ну, так, я, да. я не могла ничего поделать. да, Я же понимаю, что мне нужно расправить, а у меня не хватает силы. И физкультура, вот йога, как вы относитесь вот к спорту? Или если зажато, то оно не поможет? Присаживайтесь. Хороший вопрос. Присаживайтесь. По поводу физкультуры и спорта. Лучше заниматься физкультурой, чем не заниматься. Да. Это так. Но надо просто понимать, что если вы делаете что-то, какое-то упражнение, и вы испытываете дискомфорт, то эта нервная система вам говорит, что что-то тут не оптимально. Идеально, если в этот момент вы можете сходить к какому-то специалисту, задать вопрос, сказать, что я вот когда делаю вот это упражнение, мне дискомфортно. Можно протестировать, что не работает в этот момент, найти эту причину, убрать и дальше продолжить заниматься. Поэтому, ну тут вот самый здравый смысл в этом. Бывает так, что ко мне приходил реабилитолог, у которого вообще там куча проблем. Он спортсмен, занимается активно, все время себя реабилитирует, но делает, скорее всего, это неправильно, потому что он как бы дополнительно травмирует себя. То есть вот этим спортом. Потом спорт. Во-первых, спорт для здоровых это хорошо. То есть вот хороший спорт, там активный, он для здоровых. Если у вас, например, есть там боль в плече, там какая-то была травма плеча, и вы начнете заниматься как будто бы ее не было, вы можете травмировать. То есть тут должен быть очень здравый и аккуратный подход. Но люди, которые занимаются, гораздо лучше выглядят, чем люди, которые не занимаются, с точки зрения тонуса. Хотя у вас тонуса все равно нет. Но просто вы себя будете чувствовать более комфортно. Вот за счет этого. Но бывает так, что, например, вы если в таком состоянии пойдете в зал и будете хорошо нагружаться, у вас будут болеть мышцы, вернее, как бы суставы. То есть мышца крепится в районе сустава, там будет возникать боль. Вы нагрузили руки, локти заболели. Нагрузили ноги заболели. То есть это из-за того, что тонус снижен. Работа по-другому строится, когда тонус снижен. Поэтому, в общем, так. То есть по спорту вот как-то так. Лучше заниматься, чем не заниматься. Но если есть дискомфорт, обратить внимание, сходить к специалисту. Я вот, честно говоря, всегда была в спорте, а тут вот года 2 у меня как-то, лень, честно говоря. Потому что когда мне не лень, я все оставлю и иду. Вот, я йогой занималась. Йога В это последнее время, да. Йога прекрасно. Подводя итог нашему разбору, что можно отметить? Любая травма оставляет свой рефлекторный след на теле нашего пациента. Мы обнаружили следы рефлекторные от травмы переносицы, от травмы подбородка, от родовой травмы, от кесарево сечения. Все эти травматические события оставляют рефлекторный след. И их необходимо пролечивать для того, чтобы не возникало в будущем каких-то жалоб. Данной пациентке надо отметить, что жалоб пока нет. У нее есть дискомфорт, у нее есть асимметрия, на которую она определяет как жалобу. Если бы мы это не полечили, то там, к 40-50 годам у нее уже был бы набор жалоб, букет. Возможно, были бы уже какие-то артрозы в каких-то суставах, появились бы грыжи и так дальше. Поэтому, если у вас было травматическое событие, например, кесарево сечение, какая-то операция, травма головы, травма переносицы, травма нижней челюсти, это повод обратиться к специалисту метода PDTR и убрать рефлекторный след от этой травмы, чтобы в будущем эта травма не привела к более серьезным жалобам. Если вас заинтересовал метод PDTR, ссылка в описании, вы можете пройти по этой ссылке и познакомиться с этим методом. У нас проходит ежегодно, мы набираем группы на базовое обучение методу PDTR. Это 5 семинаров по 3 дня. Обучение длится в течение года. И за 1 год вы можете стать уже классным специалистом, который будет очень эффективно помогать пациентам с жалобами, подобно этим. Помимо этого, у нас есть мастер-класс функциональное тестирование. Это однодневное мероприятие, на котором вы можете познакомиться с тестами, которые я здесь демонстрировал. Это толчковые тесты, они очень простые, не требуют знания анатомии, не требуют длительной тренировки. Быстро вы возьмете это в руки и можете это использовать, будь то вы массажист, остеопат, мануальный терапевт, стоматолог, невролог. Эти все тесты очень хорошо показывают, какое функциональное состояние у пациента и что является причиной этого функционального состояния. А с вами был Атякшев Александр. До новых встреч. Пока.